Смотрите актуальное интервью. В студии Петр Васильев. Здравствуйте. В Амге завершилась 14-я спартакиада по адаптивным видам спорта «Джулур». В соревнованиях приняли участие 816 спортсменов из 24 районов республики. Все медали разыграны, сильнейшие спортсмены определены. Сегодня мы поговорим об итогах спартакиады. Гость нашей студии Гаврил Махначевский, заместитель министра физической культуры и спорта республики. Гаврил Михайлович, здравствуйте. Здравствуйте. Для начала расскажите, пожалуйста, немного истории проведения спортивных состязаний по адаптивным видам спорта в Якутии. С чего начиналось и в чем цели и задачи? Так, ну, спартакиада уже у нас начала 2024 года, на самом деле, да? Но спартакиада проводилась ежегодно. Ежегодно, как, можно сказать, практически это как чемпионат республики. Было всего участников первой спартакиады, было тоже так было названо, 122 участника. Так, ну и до 2015 года она проводилась вот ежегодно. Потом в 2015 году мы уже поменяли это, значит, да, уже формат. Но в целом, как комплексная большая спартакиада мы провели только в этом году. Так, ну, конечно, соответственно, вышли нормативные документы, были поправки, и также данная спартакиада по адаптивным видам спорта попала в периодичность наших комплексных крупных спартакиад, которые это игры Манчары, игры народов Якутии, игры народов Севера, и также спартакиада зимнего вида спорта есть еще у нас, и вот также прибавилась спартакиада по адаптивным видам спорта. Конечно, здесь очень много, ну, скажем, благодарность, да, нашим спортивным функционерам, тем людям, которые непосредственно помогали к этому. И, соответственно, вот мы получили в 2021 году спартакиаду по адаптивным видам спорта. И нынче нам удалось провести 14 спартакиаду по счету, да, в село Амга, Амгинского улуса. Но концепция была такая, что такова провести адаптивную спартакиаду, где есть уже спортивная инфраструктура, также объекты размещения питания. И всех тех этих, с учетом тех инфраструктуры мы, значит, выбрали Амгинский улус. Здесь тоже добавлю, что спартакиада сейчас уже тоже у нас, то есть, ну, проведена спартакиада, следующая спартакиада уже проводится, ну, то есть на право проведения спартакиады определяется по итогам конкурса. Так, здесь в 2026 году будет проводиться в городе Вилюйском улусе. Нынче тоже была коллегия Министерства спорта республики, и здесь, значит, члены коллегии проголосовали за город Вилюйск. Участвовало два улуса, это Горный улус и Вилюйский улус. Гаврил Михайлович, то есть это не только продвижение вот спорта среди лиц с ограниченными возможностями, это еще в какой-то степени и развитие инфраструктуры. Ну да, ну, по большому, вот Амга, допустим, была, ну, туда да, уже полностью. По большому счету, так сказать, тогда все-таки, ну, здесь уже больше будет это ремонтная работная часть, да, конечно, это оснащение и пищеблоков, допустим, вот по линии образования. Ну, здесь Амгинский улус поработал здорово, но также поддержало и наше правительство республики, соответственно, они получили те средства, которые провести данный спартакиаду. Также Министерство спорта тоже проведение именно по спортивной части тоже профинансировано, поэтому большая благодарность за поддержку нашего правительства Арсения Сергеевича, который Арсений Сергеевич сам лично приезжал, участвовал на этом спартакиаде, посмотрел, встретился с нашими ведущими спортсменами, также и с почетными гостями нашей спартакиады. А в чем были особенности организации и проведения спартакиады в этом году? Так, в первую очередь это развитие массовости по адаптивным видам спорта. Отмечу, что 2022 года, по итогам 2022 года, у нас по 100 данным по формату 3 АФК, на сегодняшний день по республике у нас занимается по адаптивным видам спорта это 11 873 человека. Это тоже неплохой показатель, и нынче тоже это прибавилось. И, конечно, и также развитие данных видов спорта, по адаптивным видам спорта. У нас в республике культивируется по адаптивным видам спорта 15 видов спорта.
Это тоже, ну, по трем основным направлениям. Это спорт глухих, спорт слепых и спорт пода, то есть опорно-двигательный аппарат с поражением. А какие виды спорта традиционно вот включаются в спартакиаду по адаптивным видам спорта и были ли новые в этом году? Так, ну, в основном это те виды спорта, которые больше охватывают массовость в нашей республике. Это сидящий волейбол, волейбол сидя, да, пулевая стрельба из пневматики, легкая атлетика, шашки, настольный теннис. И нынче нововведением, да, скажем, новым видом спорта стало голбол. Это голбол, где с закрытыми глазами играет 3 на 3, то есть встречная команда 3 человека и стоящая команда 3 спортсмена. И на площадке волейбола они играют, а даже баскетбол они играют, кидают, значит, мяч, все только на слух, и, соответственно, надо забивать дальний мяч. Может, с какими-то сложностями вы столкнулись в период проведения спартакиады? Вот я, допустим, знаю, что тренерскому составу было тяжеловато в общении, вот когда были соревнования по стрельбе. Да, ну, в целом, это, допустим, это, кажется, часть, которая составляющая именно по спортивной части, да. На сегодня, вот, когда мы проводим такие большие крупные комплексные спартакиады, всегда организовывается на правительственном уровне организационный комитет, непосредственно, который будет проводить данный спартакиады. Нынче 19 рабочих комиссий создано, и все эти рабочие комиссии справились с поставленной задачей. Они начинают, допустим, от транспортной логистики, допустим, Якут-Самга, паромная переправа начинается, да, и до Амгинского улуса. Были дожди, но тем не менее наши дорожники справились, и дорога была, то есть без задержек и так далее. Все наши спортсмены и организаторы добрались до пункта А и пункта Б, скажем, да. Ну и, соответственно, наши Минздрав, там, Роспотребнадзор, Госпортнадзор, МВД, это все они приняли участие в организации проведения данной спартакиады. А у вас, вот лично, как у специалиста, были ли какие-то ожидания от спартакиады, и совпали ли они с результатами? Мне было интересно то, что вот голбол, мне сам вид спорта был интересен на самом деле. Также и волейбол сидя, ну и легкая атлетика, да, конечно. Ну, все виды на самом деле интересны, но более, я скажу, что более динамичные виды спорта я предпочтение отдаю. Больше интересно было общекомандный итог. Было определено по 3 группам. Это центральные улусы, промышленность и северные улусы. Ну, это в целом, можно так сказать, но внутри нашего положения это по количеству людей, которые с ограниченными возможностями, количество людей. И в первой группе команда сильна была команда города Якутска. Мейно-Кангаласский улус стал пара очков и стал вторым, и третье Вилюйский улус. Во второй группе, значит, первое место заняли команда Нюрбинского улуса. Очень хорошо выступили. Сам глава Алексей Михайлович Иннокентьев всех поддержал своих спортсменов. Это очень отрадно. Второе место Вилюйский и третье место это Амгинский улус. Вот такие у нас сформировались тройки, а есть ли там новые имена спортсменов? Так, новые имена, да, по толканию ядра парень из Якутска, помню, занял первую часть и занял первое место. Это тоже тренерам уже взяли на вооружение, да, уже список. И будет, соответственно, да. Конечно, по и другим видам спорта, в целом, если так сказать, конечно, те лидеры нашей республики, сборной команды, скажем так, они подтвердили свое мастерство, опыт, подготовку, да, но тем не менее те ребята, которые занимаются и в улусах, районах, тоже показали неплохой результат. Поэтому надеемся, что сейчас уже будет проведены чемпионаты республики, соответственно, те ребята, которые выступят на спартакиаде,
уже тоже покажут и заявят свои новые имена. Мгм. Следующая спартакиада в Вилюйске пройдет. Какие новые виды спорта планируете туда включить? Так, ну, концепция на сегодня в целом уже должна быть идентичной, да, но тем не менее виды спорта для развития массовости или же для развития базы вида спорта, мы думаю, что оргкомитет это рассмотрит, и Минспорт тоже. Ну, голбол вернется. Голбол понятно. обязательно будет. А на ваш взгляд, Гавриил Михайлович, в каком направлении необходимо сегодня развивать состязания по адаптивным видам спорта? Ага, ну, я, во-первых, тоже скажу, что все-таки мы должны привлечь тех ребят, которые должны к систематизации занятий физкультурой спортом. То есть это развитие массовости, в первую очередь. И второе, это я отмечу, что все-таки спорт слепых у нас должны тоже еще развиваться. И направление тоже будет акцентировано на те виды спорта, которые среди слепых. Гавриил Михайлович, в заключение. Отгремело у нас АМГА. Следующее такое крупное событие, которое у нас всю республику, я думаю, затронет, и якутск в том числе, это Дети Азии. Следующий год, как вкратце, как идет подготовка и какие ожидания? Ну, игры «Дети Азии» – это самый наш крупный спортивное мероприятие нашей республики. Это наш бренд, скажем, да, это наш алмаз по спортивной части. И сегодня идет полномасштабная подготовка к этим играм. Как раз в эти дни к нам приехали представители зарубежных стран, также и регионов России, которые будут участвовать на предстоящих играх. Они на сегодняшний день ознакомливаются видами спорта, которые будут представлены к этим играм, и также материально-технической базы, где будут проводиться спортивные игры. И, ну, это называется практический семинар, скажем, Шеп Демишин, да, это сейчас по-новому можно сказать. И на сегодня Минспортом и Республикой создано ОНУ, дирекция «Дети Азии», которая непосредственно прорабатывает все вопросы, конечно же, совместно с Министерством спорта нашей республики. И, ну, конечно, и республика на сегодняшний день проводит очень много Мероприятия по подготовке. мероприятий, да, подготовительных, которые это ремонтные работы. Сегодня в наших спортивных объектах идет тоже тех объектов, которые будут проводиться наши игры, уже тоже полномасштабно проводятся ремонтные работы. Вот, допустим, вот сегодня, буквально на днях тоже закроется наш любимый стадион Туймада, тоже идет на ремонт, и Дохсун сейчас уже полностью уже идет на ремонт. Ну, вот те наши крупные объекты уже все ведут ремонтные работы. Ну, будем надеяться, что все пройдет на высшем уровне. Очень надеюсь. Гавриил Михайлович, спасибо, что пришли к нам в студию и ответили на наши вопросы. Ну и напомню, вы смотрели программу «Актуальное интервью». До новых встреч!